приветствовать в этот понедельник вас на продолжении форума. Методический форум, который называется «Педагог, профессионал, наставник». И сегодня наша площадка посвящена очень важному стратегическому проекту в Российской Федерации. Это школа Минпросвещения России. Мне очень приятно, что в нашей аудитории как очно, так и дистанционно присутствуют не только представители этих школ, но и представители других образовательных организаций, которые планируют в будущем году включиться в этот проект. И кроме того, это наши студенты, будущие педагоги, которые, очень хочется верить, в ближайшее время придут в образовательные организации. А для этого они должны понять, что современная школа – это не только и не столько доска и мел, это та измененная инфраструктура образовательной организации, это то измененное, даже позволю себе сказать, сознание педагогов и всего педагогического сообщества. Итак, сегодня наша программа, позволю себе организационные некоторые моменты решить. Сегодня наша программа будет строиться таким образом, что это не только и не столько, наверное, будет теоретический материал. Да, действительно, первое выступление мое, оно будет вот такое вот погруженческое, что ли, для того, чтобы рассказать, осветить, познакомить вас, многим напомнить. Я вижу, что здесь у нас директора школ, которые в этом проекте уже год живут по факту. Это вот такое вот установочное выступление. После этого мы хотели бы предложить вам кейс, который проведет Анатолий Семенович Родов. По факту этот кейс будет с элементами мастер-класса, где Анатолий Семенович поможет, подскажет, каким образом выстроить школьную команду, ну и многие такие элементы отработать. Вторая половина дня, начиная с 14 часов, это уже будут кейсы от наших школ-участниц, которые покажут нам, каким образом можно сильные и слабые стороны своей образовательной организации направить на решение стратегических задач. Итак, а сейчас позвольте мне непосредственно приступить к нашему выступлению. Действительно, проект, который называется «Школа Минпросвещения России», это уникальный проект. В чем его уникальность? Вы видите, что фактически еще в 2021 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что необходимо систему образования сделать такой, чтобы каждый ребенок, каждый гражданин Российской Федерации получал достойное, качественное образование. И вторя его словам, Сергей Сергеевич Кравцов, это министр просвещения России, также подчеркнул, и мы позволили себе вывести его слова, собственно, на презентацию, где говорится, что у нас большая страна, много территорий, удаленных от мегаполисов, а вы прекрасно понимаете, что, к сожалению, в настоящий момент сложилось такое понимание, что достойное образование могут получить только дети, которые живут в крупных городах. Потому что у них и дальше идет целый перечень «почему». При этом забывается, что по факту в больших городах это большие классы, 25 человек, а в сельской местности, в небольших населенных пунктах, коллеги, это как раз-таки уникальная возможность, например, выстроить индивидуальную траекторию сопровождения. Так вот, Сергей Сергеевич отмечает, что, тем не менее, вся система образования развивается в ключе равных возможностей и доступности для любого ребенка. И поэтому, погружая нас в национальный проект образования, где мы помним, что у нас есть один из пунктов, связанный как раз-таки с системой образования, и разработан был проект «Школа Минпросвещения России». Для того, чтобы представить себе масштабы, мы можем сказать, что в настоящий момент около 800 школ Российской Федерации включены в этот проект. На уровне Республики Коми, причем неравномерное распределение, например, Слава Семенов, Краснодарский край или какой край представил более 190 школ в этом проекте.
Но в целом в субъектах есть субъекты, которые выбрали одну школу, две. В Республике Коми их 10. При этом, посмотрите, наша республика при этом уникальна. Когда мы общались на уровне Российской Федерации, представляли наш первый уже опыт в августе месяце, наши федеральные коллеги отметили, что действительно республика уникальна. Уникальна в чем? В том, что 90% участников, то есть из 10 школ, 9 школ – это сельские школы. Из этих 9, 4 школы – это малокомплектные. Для студентов, которые здесь присутствуют, поясню, малокомплектные школы – это где у нас с вами, например, в школе всего 110 обучающихся, с 1 по 11 класс всего. То есть в классе может сидеть от 1 до 3 детей. Да, но это в том числе и школы, сельские школы есть, где, например, уникальна у нас Обьячевская СОЖ, где у нас, подскажите, 1209, и там 122 только педагога, да? То есть школы у нас совершенно разные. Но, тем не менее, в целом в Республике Коми у нас 52% это сельские школы. Итак, кто включается в данный проект? В данный проект у нас с вами включаются школы-новостройки. У нас их таких 3, то есть те школы, которые мы строим заново. И школы, которые находятся на капремонте. При этом, посмотрите, данный проект у нас флагманом сопровождает данный проект, это Академия Минпросвещения России. В помощь ей у нас, собственно, основным, наверное, лидером и нашим с вами направляющим является Институт управления образования Российской академии образования. Именно на сайте данного института находится расположен весь комплект документов, посвященный данному проекту. Здесь представлены у нас с вами 10 образовательных организаций, которые вошли в этот проект. Это у нас одна школа Сыктывкара, гимназия имени Пушкина. Это у нас представители Ижемского района, Прилузского района, Краткеросского района, Усть-Куломского, ну и Сыктывдинского. Коллеги, то есть разброс, Усть-Илимский еще, Усть-Илимский район, разброс по факту колоссальный. При этом на что же нацелен в целом проект школы Минпросвещения России? Начиная с 2021 года Министерство просвещения Российской Федерации провело комплекс мониторинговых исследований. И что же было выявлено? Выявлен был тот пул проблем, который присутствует в современной образовательной организации. Это и разность учебных планов, это и колоссальное количество учебно-методических комплексов, которые реализуются в рамках образовательных организаций. Это и в том числе проблемы с разностью построения образовательного. Ну, приведу пример. Например, по русскому языку одна и та же тема в разных школах могла преподаваться, например, в 5 или в 7 классе. Что же происходит? И тогда Сергей Сергеевич поставил 3 задачи, которые представлены у нас на экране. Во-первых, мы с вами говорим про формирование единого образовательного процесса. Это, вспоминайте в законе об образовании, процесс обучения и воспитания как единое образовательное пространство. И, наверное, все вы слышали, что буквально на прошлой неделе было принято решение о том, что в Российской Федерации у нас с вами будет единая образовательная программа. Уже услышали массу негатива от педагогов, зачем мы разрабатывали рабочие программы и все остальное прочее. Коллеги, разрабатывали для того, чтобы знать, как это делается, раз. А во-вторых, для того, чтобы погрузиться в предмет и предметное содержание. Это 2. А 3, вспомнить методику, потому что содержание, достигаемые результаты и так далее, планируемые результаты, это все очень важно и нужно для педагога. Кроме того, я напомню, что также на прошлой неделе было принято решение о создании то есть единого учебника для предмета на территории всей Российской Федерации. Долго мы с вами об этом говорили, да,
И вот такие, коллеги, мы до этого дошли. Пока мы говорим про 5 предметов. Кто слышал, какие? Не слышали еще об этом, коллеги? Русский язык, математика, история, обществознание и 5-й сейчас вот на память не вспомню, буквально новость прочитала. То есть мы с вами понимаем предпосылку этих событий, что произошло, почему это происходит и почему это важно. Мы помним ту проблему с учебниками по истории, когда в некоторых учебниках опускались очень важные, значимые для нашей страны события, явления, личности. Аналогичная ситуация с русским языком. И вот чтобы нивелировать все эти дефициты, было принято такое решение. Далее мы говорим, что вторая задача – это совершенствование традиционной системы обучения. И здесь очень важно, что мы говорим, необходимо сохранять классическое образование высокого конкурентоспособного уровня, то, чем всегда славилась и славится система российского образования. Выстраивание новой модели общения учителя и ученика и то, на что были нацелены изменения в Конституции Российской Федерации, как следствие в законе об образовании, это, конечно же, воспитание нравственных ценностей. И те, кто слышали выступление Владимира Владимировича на прошлой неделе, заметили там важное для нас с вами, для педагогов, составляющее? О чем сказал наш президент? Что не слушаем главу государства? Некогда. Коллеги, я тоже, к сожалению, не слышала впрямую, но прочитала его выступление, его репортаж. И он говорит о том, что очень вольный пересказ, скажем так, что очень важно усилить воспитательный компонент в образовательных организациях. У нас на это уже сегодня очень много направлено. Это и программа воспитания, это единство урочной и внеурочной системы. Но, тем не менее, еще усилить, потому что мы видим, что сейчас происходит и в мире, и в нашей стране, и вот эти вот не совсем гражданские позиции, которые высказывают наши обучающиеся. Далее, конечно же, сотрудничество с семьей. Это еще одна из проблем. Мы понимаем, как у нас одна из школ-участниц проекта сказала, мягко так, инфантилизм наших родителей, но, тем не менее, вот эту ситуацию надо переламывать. И третья задача – это актуализация задач школьного образования. И опять, смотрите, на первый ряд выходят личностные результаты, то есть привить ценностные ориентиры школьникам. Ценность знания, профессионального мастерства, уважение к старшим, любовь к своей родине, желание помогать ближним и умение противостоять античеловеческим идеологиям. А все школы-участницы, когда проходили самодиагностику, показали, что как раз-таки вот в том числе профориентационные направления в ряде случаев западают. Каковы же, собственно, шаги для достижения вот этих вот поставленных задач? Первое, о чем мы говорим, что это, как у нас любит говорить Галина Владимировна, 5 основных направлений, которые держатся на 3 китах. Какие направления? Вы видите, что школа Минпросвещения России специально, умышленно вывели на слайд, что это центр образования, воспитания и просвещения. То есть, как мы говорим, у нас с вами ежегодно проходит День сельской школы, и всегда там есть такая площадка, как школа социокультурный центр села. Так вот, теперь мы говорим о том, что школа Минпросвещения России – это социокультурный центр того населенного пункта, либо микрорайона, в котором она располагается. Это центр, который соединяет в себе разные поколения, который объединяет территориально и духовно. Посмотрите, как он тут написано. Разные профессии, разные социальные группы для обретения смысла жизни. И вы видите те инструменты, которые нам здесь прописаны. И исходя из этого мы говорим о том, что у нас появляется новое понятие, например, школа полного дня. Это один из проектов. Какие основные 8 принципов этой школы? Во-первых, это доступность качественного образования и равные возможности для всех.
При этом мы говорим в том числе и про лиц с ограниченными возможностями здоровья, которых, к сожалению, по тем или иным нозологиям, коллеги не дадут соврать, у нас становится все больше и больше в школах. Второе направление, ну и вы видите, что каждый принцип, он лег в основу какого-то из направлений. То есть мы говорим про знания, двоеточие, причем, смотрите, пояснение дается, качество и объективность. И коллеги, которые работают в школах, которые имеют такую практику, вы понимаете, что у нас, к сожалению, даже если показываем высокое качество образования, то есть образовательные организации с высокими показателями качества, но, к сожалению, есть проблемы с объективностью. И при этом лозунг, ну или такое подназвание программы, посмотрите, «Знания добывай». То есть даже вот в этой фразе заложено, что по факту образовательной организации теперь роль учителя не дать знания, а дать инструменты ребенку для того, чтобы ребенок добыл сам это знание. Потому что мы все с вами прекрасно помним, что как раз-таки через деятельность ребенок в основном осваивает. Второе направление – это сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся. И здесь мы говорим, что лозунг данного направления – здоровье сохраняй. Сохраняй как? Через различные технологии проведения занятий, через различные методики и так далее. Третье направление – непрерывное совершенствование качества образования. Четвертое – это развитие обучающихся, интеллект, талант, личность. И это направление нашло свое отражение в творчестве «Талант развивай». Я напоминаю, что мы здесь говорим с вами про школьные театры, про хор как вариант, да, как организацию и так далее. То есть направление данное, оно очень разнообразно. Кроме того, посмотрите, пятое направление, пятый принцип данной школы – это социализация и выбор жизненного пути обучающегося, то есть мировоззрение, традиции и профессии. И здесь мы с вами говорим про два направления. Это воспитание. Посмотрите, какое пояснение нам дают. Традиции храни и создавай. То есть на базе того, что у нас уже с вами есть, мы создаем что-то новое, мы отрабатываем новые какие-то принципы. И, конечно же, это направление профориентация. Профессию выбирай. Да, есть объективные, субъективные причины профориентационных неудач, может быть, каких-то профориентационных проектов. Например, удаленность населенного пункта и невозможность привлекать, ну, то есть внутренняя инфраструктура населенного пункта не дает нам такую вот вариативность выбора профессии, но тем не менее и там есть колоссальные внутренние ресурсы. И вот эти 5 направлений, они держатся на 3 основных принципах школы. Первый принцип – это поддержка учительства. И тот смысл, который заложен в направлении учитель, это учителями славится Россия. Второе – это, и вы видели массу сейчас интересных проектов, в том числе на проекте «Россия. Культура». Телеканал кто-нибудь видел? Поделись знанием. Проект. Например, на прошлой неделе там выступал наш учитель года Нина Николаевна Евсеева. И на коми-языке так здорово сказала и в целом про проект, и выразила свое отношение к важности и роли. То есть через игровые технологии, через средства коммуникации, через различные телевизионные проекты действительно стараемся повысить престиж данной профессии. И приемная кампания этого года говорит, что фактически на правительственном уровне это удается. Далее второй принцип, на котором держатся данные 5 направлений, это участие каждого в создании комфортного и безопасного школьного климата. То есть школьный климат. И, как говорят наши федеральные коллеги, важнее всего погода в школе. И в этой связи я напоминаю, что нам с вами нужно помнить не только про взаимоотношения педагог-учитель, нам нужно с вами обращать внимание и на взаимоотношения педагог-администрация, ученик-администрация, и не забывать всех субъектов образовательных отношений. А это в том числе и наши обучающиеся. Помимо обучающихся, это еще и родители, законные представители обучающихся.
Достаточно сложно. Мы понимаем, повторю, инфантилизм, иногда в целом родительского сообщества, нежелание, невозможность, иногда из-за временных затрат и так далее, участвовать в школьной жизни, но тем не менее это очень важно и нужно. Кроме того, мы говорим, что необходимо привлекать и социальных партнеров. А вот с этим у нас очень и очень большие проблемы в основном своем, потому что социальные партнеры не всегда хотят уделять внимание образовательным организациям, но тем не менее. И последнее, о чем мы говорим, последний принцип ни в коем случае не по важности, это конструирование современной образовательной среды, то есть обучение, опыт и демонстрация. И данный принцип нашел отражение в подпрограмме «Образовательная среда», среда 7 дней в неделю. В этом случае мы говорим про то, что, посмотрите, ключевые модели школы. Их по факту здесь представлено 4 основные и сопутствующие 4 основным направлениям, ключевым моделям школы направления развития. Мы говорим, например, про модель единой системы управления качеством образования, когда мы обращаем внимание на согласованные взаимодействия процессов и функций, оптимизация тех возможностей, которые у нас есть, ресурсов, и улучшение психологического климата. Вторая ключевая модель – это лидеры образования, то есть единые подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда. И в настоящий момент третье направление, очень актуальное в настоящий момент, это школа полного дня, то есть единая образовательная среда. Как мы его называем, семейный график работы школы. При этом, смотрите, мы не говорим о том, что у нас бедный ребенок зашел в школу в понедельник в 8 утра, а вышел в воскресенье в 8 вечера. Нет. Мы говорим о том, что это семейный график работы школы. Через снижение учебной нагрузки. За счет чего? За счет объединения в единый комплекс образовательного, развивающего и оздоровительного процесса. Что нам позволит это сделать? Конечно же, индивидуальная траектория развития. Коллеги, мы с вами про индивидуальную траекторию развития обучающегося говорим, дай бог памяти, с первых в ГОС. Даже, наверное, ФК ГОС, когда у нас был, то есть БУП 2004 года. 18 лет говорим, а ВОС и ныне там. Да, элементы мы построили с вами. Но, тем не менее, системности данной работы, к сожалению, мы не можем сказать, что на уровне республики Коми это 100% реализация. К сожалению, нет. Но о чем здесь говорится, школа полного дня? О том, что родитель должен понимать, что все необходимое системы воспитания, образования, профориентационная работа ребенок может и должен получить в образовательной организации. В том числе родительское сообщество может прийти и вечером погонять футбол на футбольном школе образовательной организации, на футбольном поле. Вот мы о чем говорим. И посмотрите внимательно. Мы говорим о том, что это долгосрочный проект, который приходит в школу, пришел уже в школу с 1 сентября. Но мы в рамках проведения защиты пообщались с некоторыми представителями школ. И выяснилось, что ни дети, ни родители не знают о том, что это школа Минпросвещения России. Ни на сайте нет образовательной организации. Полиция пришли. Коллеги подошли. Из Палевицкой. Спасибо. Все. Угу. То есть мы говорим о том, что необходимо информационно сопровождать данный процесс. То есть необходимо, чтобы образовательная организация проводила такие просветительские мероприятия для детей, для родителей и для сообщества. Элементарно, когда мы задаем вопрос одной из школ, а знает ли ваше управление образования о том, что вы такой школой является? Нет, а зачем? Мы говорим, подождите, в смысле? Вы наш будущий двигатель развития системы образования в данном населенном пункте и в данном муниципалитете. Мы, говорит, сейчас вот все подготовим, а потом уже по факту, по итогу мы говорим, подождите,
Управление образования – это ваш помощник во многих моментах, в идеале. И вижу реакцию коллег. Но, к сожалению, пока вот так. Итак, по факту мы говорим с вами, и школы-участницы это прекрасно знают, что у нас может быть 3 уровня характеристики школы-участников проекта. Мы говорим про то, что образовательные организации прошли самодиагностику образовательных организаций на момент вхождения. Самодиагностика проводилась для образовательных организаций, и ее не будут там представлять на уровне Минпроса и говорить, а-та-та, почему вот вы на этом уровне или на другом, вы должны быть все на полном эталонном уровне. Нет, это как некий элемент для развития образовательной организации. И здесь мы с вами говорим, что действительно образовательные организации прошли, и некоторые, об этом чуть позже скажу, некоторые образовательные организации показали уровень ниже базового. Мы порадовались. Почему? Потому что нам есть к чему стремиться, нам есть над чем работать. Потому что когда на уровне Российской Федерации нам представляли различные проекты, и там уже школа эталонная, она входит в этот проект, у нас возникает вопрос, для чего? Да, все верно, зачем? Для того, чтобы закрепить? Ну, наверное, не совсем понятно. А нам с вами есть над чем работать и есть куда двигаться. Итак, вот эти 4 основные модели, как я сказала. Школа полного дня, модель школа полного дня, модель единого штатного расписания лидера образования и модель системы менеджмента качества и модель методической системы образования. В этой связи все нормативно-правовые акты, которые принимаются на уровне Российской Федерации и спускаются на уровень субъекта Российской Федерации, размещены на портале. Кроме того, на портале появился еще такой раздел, как настольная книга директора школы. Единая методическая система. В настоящий момент там выложены основные документы и обозначены те направления, по которым еще ведется работа, и там написано, например, разработается, будет представлено 1 ноября 2022 года. Но мы прекрасно понимаем, что коллеги на федеральном уровне очень активно взялись за развитие данного направления, и очень многие документы, даже которые были анонсированы 1 декабря, они уже в настоящий момент разработаны и выложены. То есть, например, в настоящий момент там формируется представитель, единая тарификация, например, как вариант. То есть посмотрите, достаточно интересно и содержательно. Итак, вот те 4 модели, те 3 системы менеджмента качества, ну и механизмы, вы видите, что это модель управления качеством образования в конкретной школе, которая включает в себя 2 направления. Первое – это механизм управления качеством, где мы говорим в ГОС как идеологию, то есть чему учим, и добавляем туда стандартизацию управления качеством, то есть как учим. Со второй стороны, второй элемент – это механизм синхронизации с муниципальной региональной системой управления качеством образования. Да, мы с вами про систему управления качеством образования также говорим уже огромное количество времени. Но, к сожалению, мы видим, что не всегда даже внутреннее положение внутренней системы оценки качества соответствует тем тенденциям развития образования, которые представлены в настоящий момент. Поэтому это еще одно из направлений, которое мы с вами развиваем. Итак, что же делает школа? Страшный слайд, все его пугаются и на федеральном уровне, но тем не менее. Данная программа развития школы Минпросвещения России вводит принцип менеджмента качеством. Тоже мы с вами слышали эти страшные слова из уст тогда еще Дмитрия Анатольевича. Посмотрите. И первый принцип менеджмента качества – это ориентация на потребителя. Потребитель – это у нас кто? Учащиеся, обучающиеся и родители, законные представители. Акцент делал на то, что в первую очередь это обучающиеся. Далее, смотрите, это лидерство руководителя. Но при этом мы столкнулись с тем, что некоторые школы транслируют такую позицию. Я разработаю. Мы говорим, подождите, у вас школьная команда. Им все равно не до этого. Я разработаю, говорит нам управленец. Правильная позиция?
С одной стороны, да, потому что именно руководитель образовательной организации владеет полнотой информации тех тенденций, которые происходят в системе образования. А с другой стороны, коллеги, если вы не будете посвящать и просвещать свой педагогический состав, своих педагогов, то можем ли мы говорить о командной работе образовательной организации? Поэтому вовлечение сотрудников, оно очень и очень важно. Постоянное улучшение, системный подход к менеджменту, то есть педагоги должны в том числе понимать, для чего происходит то или иное событие, мероприятие в образовательной организации. Они вот сегодня побежали там на педагогический совет, завтра мы для чего-то там даем открытые уроки, послезавтра мы посещаем открытые уроки других наших коллег. Это должна быть системная работа. Мы должны понимать, что, например, этот год, ну, в школах есть такое, методические темы, которые целый год разрабатываются в школе. Тем не менее, системность, которую должны видеть каждый педагог и каждый родитель. Еще одно из отношений, когда мы говорим о ориентации на потребителя и вообще про систему, принцип менеджмента качества, к сожалению, наши родители слабо информированы. У нас прошел мониторинг готовности субъекта Российской Федерации к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. И там один из показателей, представители школ помнят, это было информирование родительского сообщества. Из 279 образовательных организаций, коллеги, а это там проведение родительских собраний или размещение какой-то информации на сайте, либо в социальных сетях, хоть в телеграм-канале, 279 образовательных организаций приняли участие в этом мониторинге. 112 школ написали, что они провели родительское собрание. Это был показатель на 10 июня. Мы с 1 сентября приступили к реализации обновленных ГОС, напоминаю. 112 школ провели. Все остальные, нет, 36 честно написали, работа не ведется. А это более 10% школ. Так, на секундочку. Все остальные написали «проведено», но мы же запрашивали не только «проведено», «не проведено», мы запрашивали подтверждающий документ. И вот школы, которые написали «проведено», знаете, как они сделали? На страничке ВКонтакте школы разместили. С 1 сентября вводится обновленный ВГОС в 1 и 5 классах и абзац текста про ВГОС. Как вы думаете, информативно? Родитель прочитал? Коллеги, давайте признаемся честно. Какой родитель ходит, во-первых, на страничку школы ВКонтакте? Это раз. Второе, на сайт образовательной организации? Это два. Куда обычно родители ходят? Максимум в беседы с классным руководителем. Не согласны? Это максимум. Не совсем. Ну, значит, у вас замотивированные родители. Хорошо. Но, тем не менее, то есть и родители о чем говорят? К чему я все это подвожу? Коллеги, летом было несколько, прям череда обращений родителей, причем не только на уровень нашего Министерства образования и науки, о том, что наша школа стала точкой роста уже 2-й год, а мы про это не знаем. Другое обращение. Наша школа закупила современное оборудование, мы про это ничего не знаем. То есть родители становятся уже на протяжении достаточно долгого времени полноценными участниками нашего образовательного процесса. Поэтому давайте их привлекать, давайте их вовлекать. Ну и процессный подход. Конечно же, и вот первая модель. Итак, у нас коллеги, те участницы школы-участницы проекта «Школа Минпросвещения России» должны были выбрать одну из 4 моделей и в рамках данной модели проработать вот эти вот 8 направлений. И вот эта вот первая модель – это система менеджмента качества, где мы говорим, что есть инвариативный модуль, то есть принципы, есть вариативность, уникальные региональные муниципальные возможности, ну и синхронность программ. Вторая модель – это модель школа полного дня. Или, как мы его называем, семейный график работы школы. Смотрите, каким образом выстраивается эта система. По факту мы говорим о том, что в основном наши, особенно сельские школы, 2 категории школ, которые уже много лет работают по этой системе. Это сельские школы раз, и второе, как бы это ни смешно ни звучало, частные высокооплачиваемые школы.
То есть мы не изобрели, школа Минпрос, она не изобрела чего-то такого инновационного. Это то, что у нас уже реализуется и дает результаты. То есть смотрите, с 8 до 2 у нас с вами учебный блок, там урочная деятельность, единые программы учебников. Вы видите, первый шаг был принят уже, когда мы разрабатывали единые рабочие программы на основании примерно. Сейчас у нас будет вообще единая образовательная программа, единая среда, моя школа, информационная среда, единые подходы к формированию расписания. Ну вот, например, уже разговоры о важном, как обязательный урок, который вот проходит во всей стране вот в это время. Единые подходы к системе оценивания и единое календарно-тематическое планирование. Для чего это делается? К сожалению, наши педагоги, и вот сейчас те обращения, которые приходят в адрес Института развития образования, демонстрируют, что не все педагоги еще понимают, а что же происходит. То есть обращение одного из педагогов. У меня по иностранному языку, значит, вот такой-то учебник, а у вас там какие-то другие темы в 5 классе, что мне делать? Как педагога я человека понимаю, потому что, например, перестроение тем, тем более иностранный язык, там с лексикой очень многое связано, и не можем мы, темы двигать с одного места в другое, но при этом, то есть перестраивать учебный процесс, но при этом представим себе, это одна из школ сельской местности. Если наш ребенок, родители решили переехать или еще что-то посреди учебного года, ребенок переезжает, в какую ситуацию мы ребенка ставим? Мягко говоря, неудобную. Это очень мягко говоря. При этом педагог настаивает на том, что у меня есть учебник. Я говорю, подождите, мы с вами не учебник реализуем, мы реализуем рабочую программу. Как я буду это давать, коллеги? Мы с вами все профессионалы, раз. Во-вторых, у нас с вами есть, например, российская электронная школа, которая уже в настоящий момент перестроилась, и там темы представлены в соответствии с обновленными в ГОС. Мне неудобно, говорит педагог. Подождите, кому должно быть удобно? Перестраиваем сознание. Должно быть всем удобно и понятно, близко всем участникам образовательных отношений. И в первую очередь, то, о чем я вас спрашиваю, ребенку, потому что он у нас стоит в центре. Далее. Кроме того, вы помните, что с 1 января 2023 года мы с вами все переходим на новую электронную систему, это «Моя школа». Там заведены будут все рабочие программы, все учебные планы, все календарно-тематические планы. Об этом Сергей Сергеевич говорит с ноября 2021 года. То есть мы к этому с вами готовились, создавая рабочие программы в конструкторе и так далее. Теперь же, когда это будет единая основная образовательная программа, нам с вами будет еще легче. Кроме того, смотрите, с 8 до 14 мы отучились, а после этого у нас с вами идет с 14 до 18 развивающий блок. Это самоподготовка, и тут мы понимаем, что на территории образовательной организации мы должны организовать пространство, дать возможность ребенку сделать домашнее задание. Не с помощью ГДЗ, а с помощью своих друзей, с помощью выстраивания системы наставничества в школе и так далее. Это индивидуальное групповое консультирование. То есть у нас родитель, отдавая ребенка в школу, будет понимать, что ребенок, простите за просторечие, не будет шататься после школы непонятно где, подверженный непонятно чему влиянию и настроениям, а он будет под присмотром в образовательной организации. Далее, это выполнение проектов и исследовательских работ. Наша с вами проблема в том, что мы даем детям проект, групповой проект. А где им собраться? Негде. Поэтому мы организуем в школе такое место, что, ребят, вы после уроков можете собраться, обсудить, поработать. Еще одна проблема. Мы говорим, даем проекты, например, исследовательские, а есть предметы химия, биология, для которых для выполнения проектов требуется определенное оборудование. А здесь, если под наблюдением лаборанта, под наблюдением педагога, либо под наблюдением вожатого, как вариант, ребенок выполняет, дети выполняют этот проект. Решит это наши проблемы? Повышение качества образования? До 100%. Далее. Параллельно у нас с вами через субсидиарные сущности, это точки роста, кванториумы, IT-кубы, мы
и иные возможности, мы с вами реализуем с 2 до 6 дополнительное образование детей. То есть наш родитель теперь не ищет возможность записать ребенка в дворец творчества, дворец пионеров, дом культуры и так далее. Это все на базе школы. При этом обращаю особое ваше внимание, то, с чего мы начинали. Это ведь не обязательно педагоги данной школы вот работают с 8 до 6. Нет, у вас есть социальные партнеры. То есть у вас ребенок не идет в дом культуры, а дом культуры приходит к вам в школу и для ребенка проводит занятия. Кроме того, досуговая деятельность – это и конкурсы, экскурсии, соревнования, ну и, конечно же, активный отдых. И здесь мы говорим включение пребывания на свежем воздухе. Ну, это 3-й час физкультуры и так далее. Кроме того, посмотрите, мы к этим 2 блокам добавляем еще и внеурочную деятельность, в том числе семейные программы выходного дня. И понятно, что коль скоро у нас ребенок с вами целый день в школе, то предполагается и 3-разовое питание, то есть завтрак, и обед, и полдник, чтобы комплексно мы в том числе заботимся и о здоровье нашего подрастающего поколения. При этом, посмотрите, мелким шрифтом в нижнем правом относительно вас углу написано результаты проекта. Первое – это занятость детей с 8 до 18. Это объединение урока и самоподготовки в единый образовательный процесс. То есть у вас ребенок в 6 часов вышел из школы, у него уже сделано домашнее задание, у него освоен материал, и он свободен для того, чтобы помогать вам, как родителям, ну, либо совместную деятельность какую-то дома организовать. Третье – это снижение учебной нагрузки через объединение в единый комплекс образовательного, развивающего и оздоровительного процесса. Это 4-е – развитие детей через интеграцию основного и дополнительного образования, то, о чем мы с вами всегда говорили. Почему-то система доп. Образования говорит: ой, нам ваши уроки неинтересны, подождите. Мы вот свое сейчас отдадим вам, там, ну, ребенок приходит рисовать или так далее. Нет, это неправильный подход. У нас с вами единство образовательного процесса, и у нас в центре стоит один ребенок, которого мы с вами развиваем через урочную, внеурочную систему и систему доп. Образования. Цель у нас одна – развить ребенка. Кроме того, мы говорим с вами про выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика. Через вот эту модель «Школа полного дня» такая модель у нас траектория выстроится легко и без принуждения. Конечно же, это снижение безнадзорности детей и снижение перегрузки обучающихся. То есть вот те результаты, которые предполагаются в рамках модели «Школа полного дня». 3-я модель – это модель лидера образования. Результаты проекта мы говорим, что это кадровое обеспечение, экосистема модели школы полного дня. И в этой связи в дневнике директора школы уже представлены проекты единого штатного расписания. На уровне федерации неоднократно, я как региональный координатор данного проекта состою в телеграм-канале российском, федеральном, для таких же, как я, товарищей. И вот там неоднократно субъекты поднимали вопрос: штатное расписание, как его выстраивать. У нас новая модель школы, мы не понимаем, как встраиваться. Поэтому коллеги разработали примерное штатное расписание для школы Минпросвещения. Она представлена, но интересно. Штатное расписание в том числе включает в себя, посмотрите, и помимо директора управляющего совета, мы говорим про зама по учебно-методической работе, обязательно замдиректора по качеству образования. Сейчас у нас с вами такого замдиректора я в школах республики не увидела. У нас есть зам по научно-методической работе, и как бы на него возлагается функция, в том числе создания внутренней системы оценки качества. Коллеги, правильно я понимаю? Да, ну совместно с... И его нет как вариант, да? Далее, посмотрите, 3-й заместитель директора у нас по здоровьесбережению, заместитель по безопасности. При этом, смотрите, вот когда мне школы говорят, у нас там все плохо, у нас замдиректоров нет, я всегда привожу один статистический пример. Данные, которые приходят нам с федерации по итогам заполнения вами, коллеги, отчетов. У нас 306 образовательных организаций Республики Коми. Как вы думаете, управленческая команда всех образовательных, 306 образовательных организаций, сколько человек насчитывает?
Предположение. 306, хорошо, еще. Больше, насколько? Вы близки к истине. Коллеги, сейчас вот так вот приведу, конкретно циферку не назову вам, но это более 2100 человек. Штатных единиц, скажем так, не человек, штатных единиц. 306 школ, 2100. Простым математическим действием понимаем, что в среднем у нас с вами 6-7 замдиректоров в школе. Ну, директор и замдиректоров. Управленческая команда, потому что включает так. Поэтому, когда мне говорят, у нас нет, будем изыскивать. Кроме того, если мы говорим про штатное расписание и говорим про такой глобальный проект, как школа Министерства просвещения, вы понимаете, и школы-участницы это знают. Вам ведь приходит соответствующее финансирование и рекомендации по составлению штатного расписания. Кроме того, смотрите, у нас вводится новое понятие тьютор по профориентации, учитель, учитель-методист, наставник. Это те должности и тот функционал, который сейчас возлагается на учителя. Учитель у нас сейчас с вами не просто педагог, который проводит образование детей, но это и наставник для своих, например, менее успешных коллег, наставник для молодых педагогов и так далее. Кроме того, консультанты, руководители проектов и так далее. Если мы говорим про школьный климат, то мы понимаем, что нам без психолога в штате не обойтись. Нам нужен логопед, медицинская сестра, социальный педагог, вожатый и так далее. При этом, коллеги, опять-таки же, мне начинают говорить, у нас нет в штате, у вас есть социальные партнеры. Ну, как правило, медосмотр вы сейчас так и проходите. Проводите для обучающихся, имею в виду. Поэтому через привлечение социальных партнеров. Ну и IT-специалисты для образовательной среды. Функции здесь прописаны, останавливаться не буду. Но у нас с вами появится кадровое обеспечивание. И последняя модель – это модель методической системы образования, настольная книга директора школы. Я уже про это говорила, там выложены вот эти вот 9 основных блоков. Если модель в данном случае конструктор документов и программ, мы с вами посмотрели на конструкторе рабочих программ, что это достаточно легко, удобно и, самое главное, единообразно для всех образовательных организаций. То есть в настоящий момент, те, кто в проекте, вы уже знаете, что представлены на сайте примеры оформления регламентов, положений, например, внутренняя система оценки качества, каким образом она перестраивается, исходя из 8 направлений. Рабочие программы, но при этом я напоминаю, что у нас их будет единые рабочие программы, уже не примерные, а рабочие программы по предметам. Программа организации, и вы видите, и все эти документы, которые здесь представлены, они уже сейчас есть в настольной книге директора школы в таком разделе. Кроме того, некоторые, как я уже сказала, написаны вот конкретные сроки, когда они будут представлены, если они разработаны сейчас. Какие же тогда результаты проекта? Их 9 основных. Во-первых, это единая линейка учебников, и вы видите, в сентябре, в конце августа, в начале сентября нам это анонсировалось, а уже сегодня мы говорим о том, что они есть по 5 предметам. Далее, это единые подходы к организации урочной деятельности, организация неурочной деятельности, интеграция урочной и внеурочной деятельности. И вот здесь мы видим колоссальный запрос от представителей образовательных организаций, потому что в настоящий момент мы пока не понимаем, каким образом у нас вот эта интеграция на местах будет проходить. Видели, наверное, все пример образовательных организаций Тверской области, когда мы говорим, что школа, например, у нас идет урок русского языка, там, литературы, а третьим уроком у нас идет, например, внеурочная деятельность, какая-нибудь финансовая грамотность. Ну, либо семьеведение ставим. Это внеурочная деятельность. Но, тем не менее, этот курс, он стоит в первой половине дня обязательно. А потом мы возвращаемся к обычным предметам. Математика, история и так далее. То есть такой пример тоже есть. Далее. Методика работы с семьей.
И здесь представлены различные примеры, каким образом выстраивать это взаимодействие с семьей. Да, мы прекрасно понимаем, что современная ситуация показывает, ну, не очень, мягко говоря, в ряде случаев не очень успешные примеры, каким образом взаимодействовать с семьей, как привлекать семью. Но, тем не менее, такие практики на уровне Российской Федерации и на уровне республики Коми есть. Методики выстраивания индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика. В этой связи, когда мы говорим про индивидуализацию образовательного процесса, мы говорим про сопровождение обучающихся, испытывающих трудности со своей основной образовательной программой. А таких детей я показала в этом году у нас с вами, и боюсь, что, ну, то есть как бы аналитики говорят о том, что, к сожалению, такая динамика, она будет только усиливаться. И, кроме того, мы говорим, что система разработки основных документов через специальный онлайн-сервис «Конструктор документов». То есть вот такие результаты данного проекта, данной модели. Вот те 4 модели. Возвращаясь к нашим с вами школам-участницам, они сами уже прекрасно понимают и принципы региональной модели обучения. Данная презентация, она направлена в целом на представление комплексно, то есть как проекта школы Минпросвещения России. Так, действительно, на уровне Республики Коми, начиная с мая 2022 года, выстраивается модель обучения. Мы пошли по пути курсов ПАВГОС. Нам понравилась эта система. 3 основных принципа. Это кластеризация, командообразование и проектный подход. Кластеризация. Мы разделили наши школы, но они как бы так разделены были уже изначально по 3 основным кластерам. Первый – это кластер управления качеством образования, это наши точки роста и одна опорная школа. Она у нас там есть. И республиканская инновационная площадка. Далее второй кластер – это школы, социокультурный и образовательный центр села. Это наши малокомплектные школы. Ну и третий кластер, нам очень понравилось, как на федеральном уровне, помните, вот эта страшная аббревиатура ШНОР, школы с низкими образовательными результатами. А мы решили, что мы их не будем так называть, ни в коем случае. У нас это школы с неиспользованными образовательными возможностями. То есть они у вас есть, у них, у нас, но они в настоящий момент по тем или иным причинам, объективным, субъективным, не использованы. И наша с вами задача раскрыть эти возможности, раскрыть эти таланты и выйти из проекта 500+. И положительная динамика уже отмечается. Итак, каким же образом мы с вами, организационная схема, вы прекрасно все знаете, что это у нас на федеральном уровне Академии Минпросвещения, дальше это у нас Институт развития образования, это у нас с вами региональные методисты, которые тут занимаются организационными моментами подключения школ, которые не смогли приехать. Но, тем не менее, за каждой школой у нас закреплен профессиональный тьютор, который сопровождает образовательную организацию. Но этот тьютор вместе со школой впервые начинает вот этот путь, поэтому выстраиваем пока только работу, стараемся, налаживаем, ну вот посмотрим, в ближайших конференциях удастся нам или нет. Но, тем не менее, у нас с вами уже прошла самодиагностика, у нас уже выявлены дефициты и разработан региональный план мероприятий по методическому сопровождению школ-участников проекта. То есть нашей задачей было в данный план мероприятий включить такие мероприятия, которые именно для этих школ. Мы не приглашаем никого стороннего, для того, чтобы мы могли открыто, спокойно и свободно пообщаться именно со школами внутри данного проекта. Кроме того, мы говорим, что в рамках сопровождения школ-участниц Институт развития образования отрабатывает, мы тут себе позволили несколько вольную интерпретацию, и назвали когнитивная компетентность школьной команды. В педагогике есть понятие когнитивная компетентность педагога. Здесь же мы отрабатываем именно не одного отдельного человека. Мы говорим, что это школьная команда. Что такое когнитивная компетентность? Это единство теории и практики, готовность постоянно совершенствоваться и способность к принятию творческих решений в условиях профессиональной деятельности.
И результатом вот такой сформированности когнитивной компетентности школьной команды у нас с вами должен стать образ будущего, да, как конечная цель. Это проект перспективного профиля школы. И вы видите, что здесь у нас представлены результаты самодиагностики. Вы видите, что у нас на среднем уровне только 2 школы. Ну, с ними, это знаете, как в школе, с кем интереснее работать, с отличником, с среднячком или с двоечником? С двоечником. Поэтому я говорю, к нашей радости, ну, вот такой профессиональной, у нас есть школы, с которыми интересно работать. Они на уровне ниже базового, но у них колоссальный потенциал, который они еще не используют. И наша задача просто им немножечко подсказать и немножечко дать векторы движения. Поэтому мы профессионально рады, что у нас 5 таких школ. С средним уровнем там, да, тоже есть свои особенности, то есть они уже достигли каких-то результатов и говорят, слушайте, а нам и так неплохо. Мы говорим, нет, надо двигаться дальше, к полному, эталонному. Ну и как одна из школ говорит, а мы достигнем полного эталонного и поставили себе, такая программа, проект пишется на 3, 5, 10 лет. Они говорят, ну вот мы через год, максимум через 2 достигнем эталонного уровня, а дальше-то нам что делать? Такие вопросы тоже задаются. Итак, и вы видите, что у нас, собственно говоря, мы говорим про открытое родительское собрание, которое Институт развития образования берет на себя такую ответственность, что мы проведем такое родительское собрание и расскажем вместе с вашим участием, с участием школ, вместе с представителями Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Далее, все участницы школы у нас с вами обучились по каскадной модели сопровождения школ-участниц проекта «Школа Минпросвещения России». Вы видите, что данная программа, она была интересная. Интересна она была еще тем, кто не участвовал. Расскажу, что коллеги были вынуждены в свое отпускное время освоить колоссальное количество информации. Мы должны были привлечь тьюторов, они выполнили по 8-12 практических работ, причем это там не какая-нибудь одна отписочка непонятно о чем, а и разработать профили, и разработать там рисковый профиль. То есть действительно колоссальная работа. И низкий поклон всем педагогам, которые нашли такую возможность. У нас в настоящий момент из 196 человек только 2 человека, к сожалению, вот выпали пока из этого процесса, а все остальные отработали. Поэтому вот низкий поклон педагогам, что нашли такую возможность. Кроме того, вы видите, что под каждое из направлений, под 8 направлений, Институт развития образования в том числе подключает, вот здесь представлено по одной программе, для того, чтобы это было наглядно, но по каждому направлению Институт развития образования специально разработал, либо модернизировал в районе 45 программ для того, чтобы школьная команда, если мы понимаем, что есть некий дефицит, могли отработать его через курсы повышения квалификации. Модель управления и сопровождения вы все прекрасно видели, вы прекрасно знаете. И за каждой школой, как я уже сказала, закреплен координатор по профессиональному развитию. Структура здесь представлена данной программы, ну и профессиональное решение также у нас здесь представлено. Это, конечно же, информационно-методическое сопровождение платформа «Единая система электронного обучения», вы все с ней хорошо знакомы. Это взаимодействие с муниципальными координаторами, ну и это наш с вами телеграм-канал, который школы подключаются. Кто-то подключился, кто-то еще нет, но мы очень надеемся, что работа пройдет более оперативно. Какие же риски мы выявили в рамках прохождения курсов повышения квалификации? В рамках прохождения различных исследований. Здесь представлены только 4 наиболее ярких риска, ярко выраженных риска. Их вообще было выявлено 28. Но они более мелкие, поэтому мы себе позволили здесь выявить вот 4 основных. Первое – это то, о чем мы сегодня уже неоднократно говорили, это социальная среда образовательной организации. Это наши с вами любимые резилиентные школы. Все понимают, что это такое. Для молодых наших будущих педагогов давайте попробуем сформулировать, что такое резилиентная школа, коллеги. Ну, общими словами, это школа, обучающиеся которых из неблагополучных семей.
Это школа, которая находится в среде, скажем так, ближайшее социальное окружение – это неблагоприятная среда. То есть есть асоциальные, аморальные личности и так далее. Далее, это социальная среда, которая, вот одна из школ отметила, враждебное отношение к школе или отрицание важности. Казалось бы, 21 век на дворе, но тем не менее такая позиция у социального окружения тоже есть. Второй риск – это низкий уровень качества знаний обучающихся. Да, действительно, мы это отмечаем. Это в целом риск не только школ-участниц проекта, не только школ Республики Коми, но, к сожалению, опять-таки же злосчастная государственная итоговая аттестация этого года показала, что это бич в целом системы образования Российской Федерации. И сейчас мы перестраиваем систему обучения. Третье – это то, в чем коллеги искренне признаются, это профессиональное выгорание педагогических кадров. Поэтому мы сегодня именно вот в этих школах, именно к вам мы пригласили двух коучей, которые проведут различные тренинги, в том числе на снятие риска профессионального выгорания. Понятное дело, что это только одно мероприятие. В любом случае, любой риск нельзя решить вот так, по щелчку пальцев. Это должна быть планомерная, комплексная работа. Мы только вам дадим некие векторы, некие направления и некие инструменты, которые в дальнейшем нужно будет развивать, и мы готовы с вами это отрабатывать с нашими же социальными партнерами. И посмотрите, четвертый риск, к сожалению, к нашему удивлению, он показал, что он только 40%, но тем не менее низкая мотивация обучающихся на участие во внеурочной деятельности. По факту я удивилась, почему это не достаточно низкий процентный показатель. Потому что действительно мы понимаем, что в настоящее время дети неактивно участвуют во внеурочной деятельности. У них есть за пределами школы колоссальное количество кружков, секций и всего остального прочего, поэтому там репетиторов еще, поэтому они говорят, а зачем нам это? И здесь мы возвращаемся к модели школа полного дня. Теперь все в школе. Если мы говорим про управление рисками, то последнее – это наш проектный подход. В рамках решения данной проблемы мы проводим стратегические сессии и онлайн-консультации с участием методического консультанта. Это и анализ кейсов, и разборы кейсов, и то родительское собрание, которое мы планируем провести в ближайшее время. И каналы коммуникации, которые мы здесь выстраиваем, это телеграм-канал института, куда подключаются школы-участницы. Всех остальных мы отсеиваем, представителей школ-участниц. И телеграм-канал «Школа Минпросвещения России», которое мы предлагаем подключиться максимально заинтересованным или людям, которые планируют связать свою жизнь с системой образования. Для чего? Для того, чтобы вы были в курсе, что происходит на федеральном уровне, в каком направлении движется система образования и какие элементы развития этой системы у нас с вами находят отражение в Республике Коми. Кроме того, коллеги, мы говорим здесь и завершая наше выступление, здесь представлены наша страничка ВКонтакте и наш QR-код с ссылочкой на наш сайт Института развития образования, кто еще не знает наш адрес, и контакты ректора Института развития образования Галины Владимировны Китайгородской. Если очень кратко, или не очень кратко с вашей точки зрения, то это в целом представление проекта «Школа Минпросвещения». Что должно отложиться в наших головах? В том, что... Можно первый слайд, пожалуйста? Завершая, давайте вспомним, что такое, что должно отложиться у нас с вами про систему, что такое проект «Школа Минпросвещения России». Давайте 5 основных показателей. Что такое школа Минпросвещения? Это первый показатель, я так понимаю, да? Еще? Знания.
Воспитание, что еще раз? Профориентация. Вы пошли по направлениям, да? А в целом, вот что такое проект «Школа Минпросвещения России»? Вы пошли по направлениям. Современная школа – раз. Равные возможности, единое образовательное пространство. Школа полного дня с привлечением всех субъектов образовательных отношений и что-нибудь пятое. Если мы переориентируем климат, то эта школа, ну, я позволю себе так сказать, потому что нет пока предложений, это школа, в которой хочется быть. Причем быть как обучающемуся, прийти родителю, может быть, на какой-то кружок, секцию, либо просто прийти на классное родительское собрание, зная, что не буду там что-нибудь с него требовать или ругать, и школа, в которой приятно быть педагогу, администрации, работать. Итак, свое выступление я закончила. Я предлагаю сейчас буквально 2-3 минутки отдохнуть, а после этого Анатолий Семенович, мы просто организационно устроим пространство, а после этого к нам подключится с вами Анатолий Семенович. Спасибо за внимание.
проведу мониторинг посещаемости, ну и мониторинг, народ сейчас соберется обратно. Действительно, сейчас мы с вами остались именно участниками школы данного проекта, причем как в зале, так и по ту сторону экрана. И это очень приятно, потому что Анатолий Семенович именно сегодня нам с вами проработает с нами как раз-таки моменты командообразования. И нам бы очень хотелось, чтобы здесь именно присутствовали участники данного проекта. Поэтому я сейчас передаю вас в заботливые руки Анатолия Семеновича Родова. Представлять его не надо, вся республика и так прекрасно знает этого выдающегося, интересного человека. Поэтому, Анатолий Семенович, что-то про пирожок слышала. Как вам удобнее? Потом нас учат. Коллеги, добрый день. Представили очень как-то так высокими словами. Я теперь не могу просто не сделать так, чтобы не уронить эту марку, которую коллеги сказали. Ну, давайте так. Сколько нас человек, потому что это важно мне для понимания, когда мы с вами поделимся на две группы, а мы поделимся где-то во второй части нашей встречи на две группы для деловой игры. Поиграем с вами. Не только же вам детей заставлять играть. Я понимаю, что здесь только руководители. Или есть педагоги, предметники, которые работают в школе. И те есть, да? Хорошо, замечательно, потому что здесь надо будет немножко, наверное, адаптироваться. Мы сегодня с вами будем говорить в течение этих 1,5 часов, говорить мы теоретическую часть посмотрим и перейдем к практической части. Я уже сказал, мы с вами проведем деловую игру, некоторые упражнения по командообразованию. И в теоретической части я вам расскажу о самом понятии лидер, как лидер образуется, как его взращивают, какие качества. И во второй части мы с вами будем уже практиковать, что мы с вами узнаем в первой. Итак, в школе астрономии не преподают сейчас? Преподают уже, хорошо. Тогда начнем с астрономии. Смотрите, как образуется лидер, как рождается лидер. Мы с вами и из школьной программы все, и особенно детям, которым вы сейчас рассказываете астрономию, мы знаем Солнечную систему. Как она устроена, повторять не будем. Мы понимаем, что в центре Солнечной системы, по крайней мере, пока это так, да, может быть, в будущем как-то будет по-другому, но пока мы знаем, что в центре Солнечной системы есть Солнце, вокруг него есть планеты, которые составляют саму систему, потому что они каждый на своей орбите. Единая система образовалась. Есть физики, предметники. Ну, нету физика, пока же из школьной программы знаете, как устроен атом. Мы знаем, что атом устроен из ядра и из электронов. Да? То есть, если мы говорим Солнечная система, вот она такая в глобальном космическом масштабе, то в масштабе молекулярном мы понимаем, что есть атом, в центре ядро, вокруг которого электроны. Образовалась система. Биологи есть? Как устроена клетка? Как клетка устроена? Мы с вами понимаем, что да, что абсолютно верно. Есть ядро, и вокруг ядра образуются другие элементы, которые являются на уровне молекулы, там, являются клеткой. Кто у нас химики? Есть химики? Отлично. А как вы на практических занятиях выращиваете кристаллы? Как? Не расслышал. Из солей выращиваем. А саму процедуру скажите, пожалуйста. Я думаю, что большинство из школьной программы из химии знают, как выращиваются кристаллы. Опускаем солевой раствор, ниточку, потом вокруг ниточки образуется там
Да, добавляем соль, если хотим красители какие-то еще добавляем красители, и у нас получается. И вот мы снова получили систему, что есть насыщенный раствор, есть то, что вокруг, и мы опускаем, и мы получаем лидера. И вокруг лидера образуется рост. Так вот, сейчас мы перейдем к вашим сообществам. Мы сначала определимся, кто такой лидер. Человек, обладающий авторитетом в группе людей, команде, в коллективе. Причем давайте сразу здесь разделим, что коллектив и команда – вещи разные. В коллектив совершенно может и не быть командой. Есть коллектив, который устроен по разным параметрам, профессиональный, другим требованиям, кроме профессиональных, там, трудовой коллектив, который состоит из, можно и сказать, что хорошо, если, скажем, в ваших учебных заведениях ваш преподавательский и педагогический коллектив всегда является командой. Но в большинстве своем я уверен, что это не так, потому что в любом коллективе образуются отдельные команды, которые по каким параметрам не складываются, мы чуть позже посмотрим. Но мы с вами поделим, что это группа людей, команда, коллектив и лидер мотивирует коллектив на выполнение задачи достижения определенных результатов, стремится к личному успеху, успеху проектов или группы. Определились в самом понятии. Как стать лидером? Какие бывают типы лидеров? И надо сразу отметить, что социальные педагоги выделяют несколько, три основных, обратите внимание, три основных: лидер-организатор, лидер-борец, лидер-тиран. Сейчас я буду характеризовать и дать характеристики, буду давать характеристики всем трем позициям, а с вас попрошу поучаствовать и помочь мне сразу примерами. Давайте вы будете в этом отношении активными. Итак, лидер-организатор, активист, организует все мероприятия, подбирайте сразу, помогает разрешить большинство проблем коллектива, умеет взбодрить и поддержать, сосредоточен на решении поставленной задачи. Приведите примеры. Вот тех людей, которых, может быть, не обязательно из ваших коллективов, хотя в вашем коллективе наверняка такие тоже есть, приведите примеры, которых все знают. Из телеящика откуда-нибудь там, из разных областей. Сможете привести? Лидер-организатор. Не назовете? Попытайтесь. Может быть, но для Якубовича он лидер экранный, а кроме Якубовича там за экраном еще масса людей, которые присутствуют в виде продюсеров, которые организуют процесс для него, а он звезда, соответственно, уже сказать, что внутри процесса он, наверное, не столько лидер, сколько хозяин положения, да, потому что он организует саму игру. Хорошо. Это по формальному признаку. В вашей школе именно такие. Так, то есть вы подбираете именно по такой части, чтобы лидер-организатор соответствовал тем параметрам, которые я назвал, да? И всегда получается. Замечательно. Вы счастливый руководитель. Да. Давайте назовем лидер-борец. Готов отстаивать свою точку зрения до последнего, не боится рисковать, берется за сложные проекты, которые некоторые могут показаться неразрешимыми. Лидер-борец. Угу. Хорошо, замечательно. Отлично, хорошо. Но при этом мы сейчас с вами говорим, поймите, мы начали с Солнечной системы, да, то есть нам нужно, мы говорим Солнечной системы до уровня там атома, да, что нужно, говорим, что лидер – это тот человек, вокруг которого складывается та или иная команда. Та, которая складывается по тем параметрам, которых мы дальше посмотрим.
Замечательно, хорошо. Вы назвали себя отлично, хорошо. Посмотрим. У нас вот деловая игра, мы там посмотрим. Вот. Хорошо. Можете еще назвать вот борцовские качества? По экрану их масса. Пожалуйста, пожалуйста, участвуйте. Светлой памяти. Да, борец, да. Да, да, согласен, да. Может быть, но мы вот по характеристикам, может быть, да. По характеристикам Владимир Ильич мог быть таким борцом, но и, наверное, команда такая борцовская вокруг него в свое время собралась, которая изменила ход истории. Возможно. Лично не знаком, характеристики давать не буду. Хорошо. Третий. Лидер-тиран. Властный, авторитетный человек, очень часто внушает подчиненным чувство повиновения. Его безропотно боятся. Это вы. Как? Почему? Вы же сказали, да я такой лидер. Да мы сейчас тут грант такой выиграем, я всех поставлю, нагну там и упал, отжался, да? Ну, посмотрим, хорошо, посмотрим. Дойдем до харизмы, посмотрим. Хорошо, назовите людей, которых вы, может быть, знаете, или там большинство из знают людей, которых можно сказать лидер-тиран. Ну, допустим, да. Допустим, да. Угу. Хорошо, хорошо. Ну, условно скажем, что подходит. Я для примера здесь могу из тех вещей, которые я наблюдал в течение там, своей творческой и нетворческой биографии, наблюдал за лидером-тираном. Его называли сатрап. Вот кто как называл? Просвещенный сатрап, там еще. Но вот он был лидер, именно лидер-тиран. Я видел однажды диалог, как он разговаривал, ну, скорее всего, с подчиненным, или, может быть, человек, который ниже был по рангу его, когда человек сказал, вы знаете, я так думаю, вот выйди и думай там. Здесь есть кому думать. Вот это я видел, да, вот. Если такие примеры у вас в жизни есть, когда человек приходит к вам с творческой инициативой и говорит, я так думаю, а тебе говорят, иди вот там за дверью, там подумай. Здесь есть кому. Вот лидер-тиран. Пример привел, наверняка приходилось встречаться с такими, и, наверное, не только в жизни, не только какой-то, прошу прощения, не только какой-то своей преподавательской деятельности, и в жизни приходилось наверняка с этим встречаться. Теперь давайте посмотрим, понимаем, что есть 3 типа. Мы дальше будем их рассматривать чуть более подробно. Какими качествами должен обладать лидер? Сильные стороны заключаются в следующем. Посмотрите. Качество лидера. Уверенность. Лидер всегда уверен в собственных силах и в критических ситуациях он действует смело и решительно. Тиран. Хорошо. Харизма. Харизматический лидер. А примеры приведете? Ну, кроме вас еще, мы знаем, что вы уже лидер, уже понятно, да, уже все характеристики уже показали, мы только сейчас на деловой игре проверим еще, чтобы быть уверенным, что вы... Ну, я про уверенность хотел спросить, про уверенность, да. То есть люди, которые всегда несут уверенность в собственных силах и в критических ситуациях действуют смело и решительно. Может быть, да. Может быть, вполне. То есть, мы видим, что как решения принимаются, да, демонстрация уверенности здесь, зашкаливает, вот, конечно. Харизма. Посмотрите, харизматический лидер способен произвести на окружающих сильное впечатление, обаять и зарядить на успех. Ну, кроме вас, мы уже знаем, да, вот про харизму. Вот. Давайте еще посмотрим, чтобы все знали из тех примеров, которые вот харизматический лидер. Ну, у всех своя харизма.
Ну, конечно. Конечно, да. Тот же самый Владимир Вольфович, у него своя изюминка, у Владимира Путина своя. Конечно. Ну, если переходить. Ну, хорошо. Есть из Воркуты кто-то есть? Да. Наверняка ведь Игоря Леонидовича все хорошо помнят. Вот уж насколько... Да, вот уж насколько при всем каком-то таком не серединном отношении, скажем, да, потому что, наверное, в Воркуте тогда не было, и, наверное, сейчас нет светлой памяти Игоря Леонидовича, люди, которые категорически поддерживали, категорически его не поддерживали, да, то есть вот харизматичный лидер. Из того, что, может быть, большинство из вас знает этого человека. Хладнокровие. Смотрите, характеристика. Умение оставаться хладнокровным в любой ситуации – одно из главных преимуществ лидера. Если лидер, который начинает, ну, скажем так, истерить, литературу кто преподает? Нету. Хорошо. Я расскажу тогда за педагогов литературы. Замечательный русский, советский писатель Константин Георгиевич Паустовский. Повести о жизни. Много интересного рассказывает из того, что он лично видел, лично участвовал именно в этих книгах, ну, автобиографических. Один из фрагментов этой книги рассказывает про Керенского. Соответственно, февральская революция, до Октябрьской революции еще далеко. И Керенский поехал в войска, шла Первая мировая война, и, выходя к солдатам, начал истерить, по сути. Орать, кричать, там, особенно там, высоким голосом каким-то таким. И вот солдаты посмотрели на Керенского и сказали: нет, это как-то это не к нам. Вот вроде бы формально являлся, ну, лидером, председатель Временного правительства. Но по параметрам, о которых мы сейчас говорим, человек, который не обладает хладнокровием в любой ситуации, ну, тяжело, наверное, вокруг себя сплотить команду, понимая, что команда будет знать, что в какой-то момент ты ударишься в истерику в какой-то сложной ситуации. Самообладание. Следующее. Лидер должен выдержать перепады настроения и уметь себя взять в руки в любой ситуации. Потому что иначе мы с вами имеем другую оппозитную сторону, когда команда может сказать: что-то, наверное, это не наш лидер, наверное, он не совсем лидер, да, вроде как и лидер, а по формальному признаку там руководитель, там условно рукой водит, а вот лидером-то не является. Настойчивость. В достижении целей плюсом для лидера является упорство и настойчивость. Здесь даже расшифровывать нечего, мы просто примем эту характеристику для лидера. И решительность завершающая. Настоящий лидер должен быть решительным, способным на разумный риск. Сильные качества лидера помогают ему больше добиться успехов в жизни и для собственной, и для интересов команды. Вот решительность. Я думаю, что с этим качеством в вашей практической работе наверняка чуть не каждый день приходится сталкиваться. Ну, наверное, и вот с большинством из этих характеристик лидера, которых мы с вами перечислили. Как стать лидером? Мы с вами все люди живые, со своими плюсами, со своими минусами, с достатками, недостатками, достоинствами, недостоинствами. И, конечно, у всех есть слабые и сильные стороны. Ну вот, например, излишняя самокритичность, мы можем отнести ее к лидерским качествам? Ага. Нет? Почему? Излишне. Излишнее ключевое слово, самокритичный. Угу. Человек, он потом теряет самообладание, он теряет уверенность в себе, раз он самокритичен. И люди сразу видят, Конечно. что что-то он там пеплом голову посыпает, да, что-то вот как-то... Прошу прощения, можно я кофе возьму?
разговариваю, чтобы вы лучше меня слышали, немножко сглатывать надо. Мания величия, качество. Знаете людей с манией величия? Ну, да, вы наверняка знаете. Примеры можете привести? Как проявляется мания величия? Когда человек слишком много якает, да, хорошо. Да, что-то из себя возомнил. А мы, опять же, знаем только лишь то, что нам рассказывает по средствам массовой информации, и оценивать адекватно, скажем, многих, особенно сейчас ситуации, которые много фейковых историй идет, и об этом все говорят, там даже по фейкам очень тяжело. Ближе берите. Вот. Есть люди, да из истории возьмите людей, которых мы, скажем, можем даже по произведениям литературы или каким-то знать. Поняли, да, что вот мания величия? У кого? Ну, из золотой сказки у бабушки. Да. У нее вообще... Да. Мы сейчас к этому дойдем в самом конце. Я вам прочитаю один фрагмент, и вы, да, в конце нашей лекции. Итак, вот что здесь важно? Главное вовремя признать свои слабости и начать над ними работать. Когда вы взращиваете лидеров, а кроме вас, у вас еще есть детские коллективы, вы являетесь там наверняка где-то, может, и классным руководителем, или у вас есть классные руководители, которые начинают складывать в процессе учебы детей в школе эти школьные команды в классе. Хорошо, если все дети являются одной командой, но маловероятно, что у вас нету групп каких-то, сейчас поговорим об этом, когда вам необходимо взращивать этих лидеров в школьном коллективе, не в своем педагогическом, а именно в школьном коллективе. Что делает лидер? Лидер всегда четко видит цель и планирует оптимальный этап ее достижения, анализирует, трезво оценивает текущую ситуацию, мотивирует, вдохновляет и контролирует команду. Умеет признавать свою вину за неправильные действия и проводит работу над ошибками, ищет пути их разрешения. Это действия, которые характерны для лидеров. Когда, оппозитно посмотрим, да, люди, там, или дети, или там ваши коллективы, которыми вы руководите, не всегда могут, скажем, обладать люди, которые допускают, да, что в коллективе, когда складывается команда, есть какая-то отдельная группа, в которой есть лидер. Вот какой самый маленький коллектив? Сколько человек? 3? Педагогический. Нет, педагогический коллектив в школах. Среди вас. Сколько? 10, 15. Самый большой. 20? 122. Я знаю. Мне уже сказали, что. Еще раз? Средний 25. Вот там, где 25, даже, наверное, можно еще сложить где-то вот полопам на полопам. Как в Обячево 122 человека. Там можно несколько команд сложить, в каждом из команд вырастить лидера и начать управлять коллективом через лидеров. Да, потому что управлять, я понимаю, управлять коллективом большим без какой-то детерминации или там без сегментирования какого-то, конечно, тяжелее, нежели управлять там через педсовет, например. Собрали педсовет, а потом после педсовета собираете все то, что вы там сказали. Вот из тех людей, которых я могу привести, и наверняка вы их хорошо знаете, вот человек, который обладал всеми лидерскими качествами, о которых мы с вами говорили сейчас, это был Стив Джобс. Человек, который изменил мир. У нас много людей, которые мир меняют. Про Владимира Ильича говорили, наверняка еще люди, которые какие-то... Вот человек, который изменил мир, лидер, который начинал с гаража там, в Калифорнии, и вот все то, что мы с вами сейчас... Это человек, который изменил мир,
именно Стив Джобс. Опять же, про многих говорим, про светлые памяти, да? Какими навыками и умениями обладает лидер? То, что необходимо, если вы говорите про ваш коллектив, знать в первую очередь педагогическое. А если вы через педагогов складываете коллектив детский, школьный в классе, то посмотрим, разберем навыки и умения, характерные для лидеров. Умение убеждать и вдохновлять. Ключевое, одно из ключевых. Вдохновить команду, воодушевить, убедить, что они могут достичь любой цели. Примеров наверняка в вашей практике много, когда, прошу прощения, помните, я в Черныш приезжал, и мы с вами говорили о проектах, которые Чернышская школа делала по биологии или по природоведению, по охране природы, топайка. Вот уж где проектные работы в школе, когда можно вдохновить или педагогов, или детей на то, чтобы сделать какой-то проект. Вот поле для этого, чтобы умение убеждать и вдохновлять на это дело, а потом еще и результат получить. Способность принимать решения, посмотрите, важный момент. Ну и не только способность принимать решения, но и нести ответственность. И ответственность лидер несет не только за принятые, скажем так, правильные свои решения, но и ответственность за всю команду. Ответственность за команду, принять эту ответственность за всех людей, которые являются вашими единомышленниками в вашей команде, одно из качеств лидера – способность принимать решения. Посмотрите, навыки постановки достижения цели. Очень важно в гонке за успехом разглядеть нужную цель. Потому что если мы с вами будем ставить задачу от забора и до обеда, то, наверное, можно попросить команду выполнить задачу от забора и до обеда. А вот понять, насколько это будет эффективно и что поставленная задача является адекватной, и именно в этом успех характеристика, одна из важных. Способность концентрироваться на самом важном. Это не распыляться на какие-то другие, может быть, менее важные, менее значимые, там, излишняя детализация. Вот тут навык лидера. Наверное, без какой-то вот культивирования, что ли, этой способности концентрироваться на самом важном, очень тяжело будет достигать какого-то успеха. Умение слушать. Основа успеха. Слышать и взаимодействовать с командой. Это наверное, самый важный момент, умение слушать и слышать, когда, как бывает на практике. Вот, особенно у руководящих работников наверняка приходилось сталкиваться, лидер, он не лидер, но вот самовыражение «я сказал» и дальше от забора и обеда. Мало того, что вот ты как-то временно занимаешь одним местом кресло за счет бюджета или там еще какие-то вещи формальные, но говорить с людьми «я сказал, иди делай» не качество лидера. Формально да, но в команде так не делается. Услышать человека, и пусть это будет самокритичная история, которая для вас будет позицией, что да, я-то, наверное, лидер, я-то вот так вот думаю, я, наверное, имею там цели и способность принимать решения, а вот я это все сделал как лидер, а потом послушал команду, а команда говорит, не, что-то не то. Давайте еще подумаем. И вот это самый важный момент, когда вы можете слушать и слышать людей, из которых вы складываете команду. Примеров наверняка много из вашей рабочей трудовой практики, потому концентрироваться на этом не будем. Так вот, отметим, да, что эти навыки необходимы, чтобы стать лидером. И поэтому запишите, запомните, сфотографируйте и посмотрите еще раз, насколько их максимально можно в себе развить, в том числе у лидеров-тиранов.
Мы с вами понимаем, что вот лидерские качества – это и воспитание, культивирование, как угодно можно назвать, это очень долгий, упорный, ну, скажем так, процесс, особенно если вы, скажем, складываете в детских коллективах такие. Потому что неокрепшая детская психология, неокрепшая… Вот вы ведь ребенку не скажете то, что вот я сейчас… Вы можете для себя это понять, что так, ага, так, мы сейчас возьмем, проанализируем так. Вот у этого ребенка в процессе, не знаю, какой-то педагогической деятельности, там, психологических вещей, вы выявили там лидерские качества. А потом тестировать начинаете. Вот по этим навыкам, умениям. И смотрите, вроде бы, а вот такой лидер, который вот сказал, делаем так, как я сказал, от забора до обеда. Ну да. Ну да. Так а мы сейчас говорим, подождите, мы сейчас говорим по навыки, умения, которыми обладает. Мы сейчас не говорим про параметры характеристик того иного лидера. Почему не? Почему? Назовите. Объясните. А чего так? Вы не хотите, чтобы мы дискутировали все вместе? Для этого и пришли. Ну, хорошо. Да, пожалуйста, если у кого-то там процесс произойдет. Да. Угу. Угу. Не очень редко, я это говорю, но, возможно, мнение учеников не всегда уже. В этом и есть проблема, когда мы складываем детские коллективы, потому что если учитель для класса является авторитетом и безусловным лидером, а вы знаете таких классных руководителей, наверняка ведь есть, да, и вот он стал этим человеком, который для класса является лидером, то да, тогда все сентенции, которые будет учитель произносить, скажем, для этого коллектива, для этой команды, они будут восприниматься, потому что он стал безусловным лидером. Массу, я из своей практики знаю людей, которые, с которым, безусловно, можно относиться именно как к лидеру по всем параметрам. Итак, сейчас мы с вами поговорим о правилах. 4 основных правила. Для развития и формирования лидерских качеств нужно хотя бы вот соблюдать эти 4 правила. Необходимое знание для вас. Если не видно, я назову. За меня не видно, наверное, да? Я отойду. Вот. Это ежедневно планируйте свои дела. Планирование или там тайминг, как угодно, там красивыми словами, или там мы с вами называем наше занятие там тимбилдинг, там от слова тим, там билдинг, построение команда, есть красивые русские слова, которые мы и так очень люблю их рассказывать, эти русские слова на своих лекциях по истории русского языка. Вот. Как мы интернационализируемся, вот, сказать вроде бы красиво, тимбилдинг. Отступлю немножко. В 2018 году, когда уже заканчивалась уже Первая мировая, уже там после Октябрьской революции уже, Пришвин возвращался из Ельца в Москву. И Михаил Михайлович сложил все свои рукописи, записи, книги, которые у него в баулы, и, соответственно, каким-то образом затащил их в поезд, и где-то возле Орла поезд остановили. Остановили поезд, матросы, маузеры, вот, соответственно, неразберихи было много, мы понимаем, что такое, скажем, революционные процессы, которые происходят, когда полная неразбериха. И у Пришвина эти баулы отобрали. Он побежал к начальнику этой охраны какой-то, который над этими матросами был главный, сказал, ну как же так? Тот сидел деревянной ложкой, ел какую-то кашу, у него была там оловянная серьга в ухе, и сказал, ах ты, ну и так далее, все слова, которые характерны для матросов, иди отсюда, иначе я тебя отдам под трибунал. И в это время заходит какой-то человек, незнакомый, в шляпе, там, в френче каком-то, и говорит этому матросу, немедленно верните этому гражданину его вещи. А вы типа кто такой? Он называет фамилию,
матрос становится по струнке и начинает своих матросов отчитывать, говорит, что вы вообще, как себе позволяете гражданами обходиться? Ну и дальше вещи возвращают. А на перроне Пришвин спрашивает этого незнакомого человека, а что такое? Что такое волшебное вы сказали? У меня фамилия, говорит, такая. А вообще, говорит, я вам посоветую следующее. Вы, говорит, сейчас возьмите химический карандаш и напишите на ваших таких баулах слово «фольклор». И поймите, что русские люди страшно боятся незнакомых слов. Никто не тронет ваши вещи до самой Москвы. Потому что и в реальности произошло именно так. Написано было фольклор, и к нему, а вдруг это оспа, а вдруг чума, да, или еще что-то. Никто, незнание всегда вызывает какую-то осторожность или опасность, да. И вот со словом фольклор Пришвин своими, и, может быть, благодаря этому мы знаем очень много произведений Михаила Михайловича, которые сохранились для нас с вами. Отступление. Итак, первое. Еженедельно планируйте свои дела. Правильно установить, распределить задачи, временно их на реализацию. Здесь вас этому учить не надо, потому что любые методики преподавания тех или иных предметов со всеми вытекающими отсюда историями, они как раз... Но мы с вами говорим о делах, которые, может быть, и находятся за пределами каких-то вот ваших производственных вещей. Всегда сохраняйте спокойствие. Очень важная вещь. Лидер всегда должен контролировать свои эмоции. Не рубить с плеча, стараться сохранить и принимать решения обдуманно. И в любой стрессовой ситуации старайтесь дышать медленно. Кто-нибудь, может быть, занимается дыхательными практиками? И когда вот происходят ситуации стресса, прежде чем что-то произносить, сделайте паузу. В психологии есть такая вещь. Когда от стимула до реакции, вот, клетку с вами уже говорили, а на других примерах, не знаю, там из физики взять, там унисон или еще какие-то вещи, от стимула и до реакции всегда есть вещь серединная, это осмысление. Если какой-то стимул поступил, да и в жизни, да не только в работе, в жизни, вот бывают ситуации, что очень накаленная обстановка, и вот какая-нибудь искра, и сейчас все понесется. Вот до реакции, между стимулом и реакцией, должно быть осмысление. Очень важный момент. Сохранять спокойствие и всегда решения принимать обдуманно. А можно вопрос? Конечно. Можно сохранять спокойствие или нет? Пока это будет комфортно для вашей жизни. Ну, то есть для моей комфортной жизни мне достаточно месяца. Ну, если после этого вы готовы жить некомфортной жизнью, то это ваше решение. Получается, что лидеру придется оставить свою деятельность и уходить с этих проектов. А вы думаете, что если лидер уйдет, он перестает быть лидером, да? Так вы в новую команду сложите. Вот если вы по жизни лидер, то вы, уйдя отсюда, придете сюда и там сложите. В этом муравейнике тоже можно работать. Так вы там другие проекты найдете. А нет, а как же школа? Я же ответственна за нее. Вот третий правило. Будь Ну, ответственны, да? да, В то же время должна сохранять спокойствие. конечно. А чем они друг другу противоречат? Вот я и говорю, что вот я ответственна, я не хочу... Вы хотите сказать, что, значит, вот сейчас вот проект закончился, я уже после этого, там, через месяц, я уже лидер, я уже не лидер, я уже все, я могу уже жить по-другому. Я могу всех ходить, орать на всех, да, вот, там, там, образным русским языком пользоваться и так далее, да? Я же вам вопрос задала, сколько можно сохранять спокойствие? Я говорю, столько, сколько это будет комфортно для вашей жизни. Потому что лидер не человек, который не является лидером вот от 5 до 8. Или наоборот. Вот сейчас вот я в школе пришел, я лидер, а домой я приду, я сейчас для мужа таким лидером буду. Там что-то характеристик никаких не найдется, там даже не то, что тиран будет. Там, и так далее. Да, ведь мы все равно лидер. Вот поймите, что столько, сколько вам комфортно для вашей жизни. Неужто вы думаете, что если вы за пределами вашей работы через месяц, делая проект, перестанете быть лидером, ну, честно, ошибаетесь. Я говорю, что если я потеряю спокойствие, то я не лидер. Нет, почему? Мы с вами говорим для формирования.
почитайте, для развития и формирования лидерских качеств. Значит, вы уже сформировали, если вы спокойны по жизни. Почему? Я вас волную? Да? Я не понимаю, потому что... Мы сейчас с вами до этого дойдем, хорошо? Мы сейчас с вами будем проводить деловую игру, упражнения проведем, и все будет замечательно, и все станет на свои места. Итак, третье, мы с вами уже говорили, будьте ответственны. Про ответственность здесь говорить вам, опять же, не надо много, потому что это правильность постановки задач, выполнение целей. И четвертое, очень немаловажно, следите за своим имиджем. Я думаю, что педагогам, преподавателям здесь особо не нужно много что-то рассказывать, потому что каждый раз, когда учитель входит в класс, он несет уже свой имидж. Конечно, можно сказать, что там распрямить плечи, выпрямить спину, вот, и следить за внешним видом, это для преподавателя обязательное, но если, скажем, за пределами преподавательской деятельности, вы сами знаете, да, вот можно ли назвать человека, который там пришел к вам где-то, наверняка такие встречались в жизни, волосы всколокочены, галстук здесь, там, ну и много всего разного из внешнего вида, что человек складывает, ему, может быть, до собственного внешнего вида вообще наплевать. Вот. Он живет как-то в другом мире. Но этот человек такой. Ну, можем ли мы сказать, что вот он для меня, скажем, станет каким-то, лидером? Или же посмотрите, за имиджологией мы как-то вместе с институтом разрабатывали программу, она, правда, не дошла до вас, до реализации, потому что с пандемией была тяжелая ситуация, о пиар-деятельности в рамках педагогической работы и много вещей. Там одна из курсов у нас была по имиджологии. Может быть, еще прочитаем мы там с нашей командой, может, не прочитаем. Будет интересно, и там запрос от института, об этом поговорим. Но вот сейчас коснемся, только лишь коснемся. Следить за своим имиджем. Это, наверное, вот для вас важно. Или, скажем, за детьми, когда там складываете какие-то детские коллективы, школьные. Как складываются команды? Основные предпосылки и принципы. Посмотрите. Первое. Возраст. Здесь принципом формирования и предпосылками является, с точки зрения возраста, примером можно назвать, скажем, подростковые, там, детские, там, или там людей, которые уже работают в пенсионном фонде, например. Да? Вот как-то вот такие люди, которые по возрасту складывают команды. Потому что из пионеров и пенсионеров одну команду можно сложить. Но, наверное, она будет несколько идеологически каким-то образом тяжело управляема, потому что возрастные различия между этими людьми, как бы мы неуважительно относились, они будут влиять на цели, на решения. Итак, второе. Пол. Вы прекрасно знаете, что большинство педагогический коллектив – это прекрасный пол. Именно в этом как раз и есть, когда складываются команды, в этом есть искусство вас как руководителя, а если вы руководитель, еще и лидер, складывать именно по этим принципам, а они могут и без вас складываться на самом деле. Вы даже заметить не успеете, когда на каких-то примерах, на каких-то вещах, и наверняка и в Обьячево там есть 3-4 команды, наверное, в школе, когда лидер образуется из этой самой соляной среды. Среда образовалась, возраст подошел, пол подошел, бабах, и кристаллик образовался. И вот тут, пожалуйста, команда образовалась лидером. Мы говорим в первую очередь о лидерах, потому что именно вокруг лидера складывается команда. Если соляной раствор будет без этой ниточки, никакой кристалл не вырастет. Он может на стенках вырасти, но, может быть, до кристалла не дойдет. Вот. И вот мы говорим очень много и подробно про именно лидера, потому что именно вокруг него складывается команда. Круг интересов.
знаменитые вещи, которые можно переводить, там принадлежат они Фаине Георгиевне Раневской, не принадлежат, никто не знает. Но из того, что там много фейков вокруг ходит, а мы используем это как для примера. Когда Фаина Раневская идет по театру, встречаются молодые актрисы, которые шушукаются, и, проходя мимо, Фаина Георгиевна говорит: против кого дружите? Помните, да? Замечательная вещь. Вот круг интересов. А против кого дружим? Наверняка знаете, останавливаться не будем, но именно круг интересов является вот именно предпосылкой для формирования команд. Опять же, возвращаемся к детским коллективам или там педагогическим взрослым коллективам. В детском коллективе это ваша задача уже складывать из этих интересов. Вы знаете, что есть дети такие. Они отличаются по разным, там, кто как одевается, кто как читает, кто как, какой iPhone у кого и так далее. Вот они вот, у меня там такой-то iPhone, и вот мы создали с вами маленькую команду обладателей, там, не знаю, там 14-го айфона, есть правило, это заканчиваются на Nokia. Вот. Мотивация включенности в сообщество. Почему тот или иной человек оказался в этом сообществе, разобраться, понять, что такое за интерес у человека возник, что он остался в этом сообществе и, по сути, стал командой. Профессиональная направленность. Здесь важно понять, что, не знаю, 5 учителей химии в какой-то школе образовали свое сообщество. Среди них есть там главный химик или химичка главная, и вот они образовались на интересе преподавания химии, а вот сейчас мы будем дружить против директора, потому что, а вот сейчас будем дружить против министерства, а вот там такие программы, которые дети, а вот там ЕГЭ и так далее, а давайте дружить против этого. И вот круг интересов и профессиональная направленность. Я назвал основные, можно еще перечислить, более детализировать, но основные, которые как складываются, по каким предпосылкам складываются команды. Знаете, можете управлять, информированы, значит вооружены. Это основное. Сейчас мы с вами перейдем к упражнениям. Мои лидеры. Зависит от вашей активности, насколько мы будем активно обсуждать, и настолько для нас с вами будет это интересно. Назовите не менее 3 лидеров, с которыми вас сталкивала судьба. Вы можете называть не имя, отчество, потому что, может быть, кто-то и не знает, а может, имя, отчество, там все большинство из вас знает этого человека. Но по каким параметрам и по каким качествам вы назовете этого человека лидером, что вы вот в жизни встречались с таким лидером? Пожалуйста. Мой классный руководитель. Параметр назовите. Способность перестраиваться в разных условиях. Угу. Вести за собой, Угу. то есть поставить себя рядом и идти вместе. Угу. И умение работать с командой. Угу. Достаточно. Это плюсы, минусы. Минусы. Угу. Тиран. Угу. Лидер тиран. Угу. Вначале была. Угу. Перестроилась. В вашем классе это была команда? То есть все ли дети были вот такого отношения, может, вы не назовете, потому что мы же не знаем всех детей из вашего класса, что именно по таким параметрам она смогла, ваш классный руководитель, смогла создать такую команду? Сначала я приехала с ветеранами, потому что на нашем классе был эксперимент, и из 2 разных параллелей соединили в единый класс, где не было коллектива. То есть приходилось быть сначала лидером тираном, а потом лидером организатора. Соответственно, ей понадобились определенные качества, психологические знания, умения какие-то, навыки работы с командой. И у нее все получилось, мы до сих пор дружим с классом. Угу. Очень хорошо. Есть еще примеры у кого-то? Кто может назвать? Если нет, то пойдем дальше. Выставьте, пожалуйста, оценку, вам это знакомо, как лидерам. Вот тех, которых вы назвали. Ну, у нас один лидер образовался, мы сейчас на ней будем все тренироваться, да? А вас как зовут?
Валентина Николаевна. Вот на Валентине Николаевна у нас будет, на ком мы будем тренироваться. Ну, если остальные все, ну, не лидеры, я же не их, я сейчас буду выращивать из вас, да, вот. Потому что я пытаюсь расшевелить, чтобы кто-то из вас стал лидером в нашем хотя бы коллективе, но видите, вы сразу проявились, я на вас и буду тренироваться. Что не нравится? Ну, это же их проблемы. Конечно. Итак, выставите, пожалуйста, оценку вашему классному руководителю. Ну, хорошо, удовлетворительно или плохо? Я говорю, хорошо, удовлетворительно или плохо? Ну, хорошо, отлично. Теперь, вы должны еще двоих назвать. Вы сказали, троих назвать надо. Одного вы назвали, ваш классный руководитель. Так, по каким параметрам? Она очень сильный человек. Так. Мужественный, уверенный в себе. Угу. Она всегда знает, у нее достаточно такой грамотности жизненной, социальной. Сколько у вас детей в семье было, есть? Я и сестра моя. Двое. Да. Она для вас была авторитетом? Мама? Да. Ну, она не была другом. Угу. Я могу себе там посмеяться. Хорошо, а лидерские качества, которых мы называли, какие ей свойственны? И дальше хорошо, отлично, там, как вы назвали, у вас еще там супер отлично будет, наверное, еще одна оценка выйдет. Угу. По каким параметрам? Да. Немножко не знаю. Вот это, да? Она меня вдохновляет. Угу. Она принимает быстрые решения, причем правильные. Угу. Всегда ставит мне цель. Ну и, конечно же, она... А назовите, если это возможно, в процессе вот вашего семейного воспитания цель, которую вам поставила мама. Я прошу прощения, что можете лично. Ага. Ага. И никогда ничего не бояться, даже если могу. Ага. Понятно, хорошо. Посмотрели, да, деловые характеристики, вот. И вот так, по этим параметрам, которые мы с вами называли, можно, конечно, я же слушаю. Угу. Она всегда говорила, давайте жить дружно. Угу. Вот, это ее главное качество. Бабушку не звали Леопольда Матвеевна? Нет? Хорошо. Угу. Замечательно. Теоретическую часть я вам рассказал. Сейчас мы с вами можем в свободном режиме пообщаться, вопрос-ответ, что вас интересует. И дальше мы с вами перейдем к деловой игре. Это на следующее уже, просто я уже... Для своей команды, да. 6 человек. Ну, на самом деле, по жизни, если по жизни говорить, я выстраивал несколько команд. Не вдаваясь в некие далекие истории, одна из последних команд, которая у меня была сложена, она до сих пор существует, она в Обьячево работала со мной, когда я приехал работать туда, хоть и не так долго работал, я думаю, что и хорошее, и плохое обо мне там до сих пор говорят, вот это нормально, но я приехал работать с командой, то есть у меня была команда, которая сейчас существует, они по разным регионам разбросались уже. Кто-то живет в Америке, кто-то живет в Краснодаре, кто-то живет в Екатеринбурге, кто-то живет здесь. Людей называть не буду, потому что, может быть, и вспомните. Вот. Но они есть. Это была 5-я команда по жизни, которую я складывал. Первая команда – это была команда 89-го года, когда мы организовали студию телевидения «Видео пресс-канал». Тогда была команда, которая мной была сложена. Вот. Соответственно, по фактическим вещам, когда экономическая ситуация изменилась, политическая ситуация изменилась, то команда, скажем так, распалась, вот, потому что это не от лидера зависело, потому что можно было и там насильно команду сохранить, вот, ну и так далее, а целей не было. То
То есть ради чего не было целей. Вот. То есть умение поставить цель. Вот. Сейчас у меня вот 5-я команда, которая, несмотря на мировую там разбросанность по всему миру, коммуникации современные позволяют это делать и Telegram, и Facebook, и там Instagram, и прочие разные WhatsApp. Научиться? Можно. Можно научиться, если стараться это делать. Для этого и есть определенные тренинги. Мы с вами сегодня тренингов таких проводить не будем, потому что курсы тренинговые, они большие, долгие, там где-то неделю надо заниматься, но я вам рассказал на тот маленький отрезок времени, который у нас есть специальные тренинги по подготовке именно лидерских качеств. Если их основные вам назвал, если их соблюдать, то можно совершенно спокойно сложить команду, которая вам нужна для целей, которые у вас есть, и целей, которые вы оттранслируете в вашей команды, но не по принципу от забора до обеда. Ну, вы же ведь можете складывать и временные команды, особенно сейчас у вас для этого возможности есть по, скажем, этой грантовой работе. Мы с вами уже говорили с Валентиной Николаевной, что есть грантовые вещи, когда можно на гранте сложить команду. Ведь команды могут быть разные, это же не обязательно там 30 или там 300 человек. Принципы важны. Когда в каждой команде есть члены этой команды, которые понимают, что они тут делают, для чего они здесь. Там, где вырабатывается синергия, в условиях синергии мы там сами растем, детей растим по всяким разным, не только профессиональным параметрам, конечно. В команде может быть только один лидер? Или может быть несколько лидеров? Если будет несколько лидеров, будет несколько команд. Потому что когда у вас в команде будет 2 лидера, вы, извините меня, будете очень тяжело себя чувствовать, потому что у вас могут не совпасть цели. Еще раз? Ну, и Иван Андреевич написал об этом в свое время, да. Вот. Но там, правда, у них команды не было, у них только одни лидеры были. Вот. И все-таки, если вот команда сформирована какими-то определенными лидерами, лидер уходит, проект может продолжать? Если образуется новый лидер и новая команда. Еще раз, вернитесь, уберите Солнце из Солнечной системы, что произойдет? Уберите электроны из, не знаю, там, из атома, что произойдет? Ядерная реакция, да? Когда... Вот. Принципы одни и те же. Мы с вами говорим о том, что как складываются коллективы, как складываются команды, как ими управлять, что для этого необходимо. Можно, если вы являетесь лидером. Да, да, да. Можно. Все. Мы можем еще в конце нашего занятия вернуться и посмотреть, что и как, чего мы научились. Это я открыл вам для того, чтобы уже после деловой игры. Сейчас я вам задам только условия. Мы с вами проведем небольшую деловую игру. Она будет для вас, надеюсь, она для вас будет полезной и будет полезной для вот этого методического форума. Расскажу структуру, что необходимо делать и что мы с вами сделаем. Строим школу будущего. Итак, сейчас я вас попрошу, как вы сами посчитаете нужным. Ничего делать не буду. Разделиться на 2 группы. Одну группу можно здесь оставить, можно туда посадить, можно сюда сесть, как вам удобно, да? И ставим задачу каждой из групп, она будет одинаковая. Каждая группа должна сформировать
и сформулировать проблемное поле современной системы образования. Возьмите бумаги, карандашики, блокнотики и напишите. Пусть это будет, не знаю, 1, будет 10. Если 10, то для вас будет сложнее, если там 2 будет еще. Надо сформировать проблемное поле современной системы образования. Написать, пусть, скажем, даже минимум 10 основных проблем. И дать характеристику каждой. Сейчас объясню почему. Какие-то вещи будут общие, наверняка. Какие-то вещи будут сегментированные, потому что проблемы Нившерской школы, они отличаются от проблем Абячевской школы. Абячевская школа сейчас построит новый корпус, там у нее еще больше много проблем, еще больше проблем будет, потому что будет уже не 122 педагога, а 240 педагогов. Еще больше будет. И вот потом, когда вы все это напишете, по времени мы сейчас определимся, сколько вам надо будет. И надо будет защитить эту свою позицию по основным проблемам современного образования, современной школы перед друг другом. Соответственно, у вас возникает оппонентная группа, там, позитивная группа, оппонентная группа возникает, и таким образом мы с вами выйдем на вещи, которые будут общие, и вещи, которые будут, ну, скажем так, сегментированы. В итоге всего этого вы потом расшифруете это, определите, у вас будет в рамках нашего семинара, в рамках нашей деловой игры, Валентина Николаевна сейчас это проведет. Что? Я что-то не то сказал? Да? Тогда я сейчас пойду за кофе, вы сейчас поделитесь, все здесь на месте. Сколько нужно времени? Если вы будете описывать проблемы Абячевской школы, можете описать, я не против. Вот. Итак, я пойду за кофе, вы делитесь, вот, и, соответственно, мы потом... Через сколько встречаемся? Сколько времени вам нужно? Определитесь. Еще раз. Не знаю, 10, 15, 20, сколько минут вам надо? 15 минут. Итак, 25 сейчас, соответственно, в 12:40 встречаемся.